Дорогие друзья, мы сегодня с вами начинаем встречу с замечательным музыкантом, исполнителем, создателем и главным лидером, или как лидером группы Ядха Альбертом Кувесиным. Я думаю, его творчество всем вам знакомо, и собрались, в общем-то, здесь все ценители творчества данного исполнителя, музыканта. Поприветствую. Добрый вечер. Спешил из Кызыла, сегодня выехали до обеда, но оказалась очень тяжелая дорога. По ту сторону гор, которые у нас все известны как Саянские горы, а также другое название встречается в наших языках, наверное, у вас тоже есть Кожумен, по-другому. По ту сторону там была метель, снег, местами очень, дорога полностью была закрыта и ехали как по следам друг друга. Как только перевал сюда переехали, здесь почему-то все по-другому стало. Хотя горы одни, а с той стороны чуть-чуть по-другому, а здесь уже солнце светит, уже гололед, и мы даже там в одном месте улетели в кювет, но слава богу все обошлось. А приезжаем в Абакан, тут снега чуть-чуть, сухо, тепло. Я так понял, что это был хороший знак, что на родину моих предков со стороны матери, вот специально как-то она ожидала меня. Хотя родина предков моего отца провожала снегом. Может быть, не хотела, чтобы я уезжал. Вот. Ну, для начала спою песню. Песня о природе, просто о родном крае. Вообще, некоторое время слова этой песни и мелодия были гимном нашей республики Тыва. Но вот сейчас такая ситуация, что вроде этот гимн, от него хотят отказаться и принять новый, который соответствует каким-то международным стандартам. У вас в Хакасии, по-моему, что-то подобное тоже существует, насколько я знаю. Ну, понятно, что есть свои каноны в любом жанре. Гимн это получается, что тоже что-то такое, к чему надо приделать определенные правила, своды законов. Явление политическое. Да, потому что политика, без нее никуда в нашей жизни. Но это может быть и хорошо,
чтобы каждый занимался своим делом и не лез куда не надо, как, например, вы. Распеться. Вообще, я стараюсь использовать по мере возможности тексты малоизвестные, в основном народные, либо какие-то авторизованные интерпретации или переводы либо народных песен, либо с других языков. Вот. Недавно мы записали пластинку, где через тройной перевод удалось написать песню на стихи японских поэтов послевоенного периода. Это самый такой депрессивный период, наверное, был в Японии. Вначале его какие-то англичане нашли эти тексты, перевели на английский, потом через какие-то другие языки, в общем, удалось сделать вариант на русском языке. Я вот сейчас попытаюсь... Это японских военнопленных? Нет, это были поэты, которые жили в самой Японии, но в основном их творчество пришлось на послевоенный период, то есть после Второй мировой войны, и поэтому вот мне показалось, что там вот есть такое настроение депрессивное какое-то. Ну и, естественно, когда депрессия, философия и юмор помогает нам выжить. И вот я попытаюсь воссоздать. Это очень просто, сказал мне как-то старый китаец. Если ты поймешь даоизм, а я всего лишь бедный студент, но говорю, согласен с тобой, ты абсолютно прав. Позволь мне пожать твою руку.
описать, как бы это звучало на японском языке. Может быть, мы когда-нибудь доберемся до него. Дайте только нам возможность такую, да? Вот, очень жалко, что вот мне до сих пор не попались стихи ваших авторов из Хакасии, а то бы мы обязательно их интерпретировали ну, в своем стиле. Потому что стиль нашей группы вряд ли можно назвать романтическим, он все-таки более соответствует духу рок-н-ролла, где поэзия, она, как вы можете сами знаете, не главную роль играет. Хотя бывают, конечно, исключения, отдельные примеры и в русском роке, и в американском. Вот, но в нашем случае всегда вот это настроение музыкальное, оно ведет за собой текст. И иногда бывает в процессе концерта, такое бывает у всех, вдруг забудешь текст. И на ходу начинаешь там какие-то звуки. И получается какая-то новая такая поэзия без слов. А потом оказывается, что такие похожие звуки уже где-то есть в какой-то религии или философии. И называются мантры, сутры, магические заклинания, символизм, нумерология, хоть что угодно. Вот какая-то такая связь с поэзией есть. Вот. Вообще я сам стихи не пишу, но иногда бывает, что чего-то так на душе накопилось и хочется выплеснуть. А профессиональному поэту стыдно подходить, как он сразу начать тебе предлагать свои стихи. Вот. Я, правда, к вам еще никому не подходил. Вот. И иногда, конечно, профессионализм, он все-таки давит каким-то таким своей значимостью. Но тем не менее, иногда удается в своем же творчестве исполнить песни на свой собственный текст, как, например, следующий. Лирическая туринская песня, что тоже нам очень близко, нам суровым рокерам иногда хочется тоже душу кому-то выложить.
Но это песня о расставании любимых людей. Там говорится, как далеко откочевали вы, какая там земля, если там травы достаточно, чтобы скот пасся, или может, какие там места, как далеко, в общем, вы уехали. Но расставание, оно и есть расставание. Хотя в наше время, обладая такими возможностями, технологиями, это любое расставание через интернет уже превращается в ничто. Ну, пока в виртуальной реальности таких песен я еще не встречал в интернете, о виртуальном расставании. А эта песня, естественно, народная. И еще совсем недавно в Туве народ действительно кочевал, и до сих пор многие чебаны так и живут, кочуют как минимум 2 раза в год с пастбища на пастбище. Летом чайлак, зимой кыштак. Это народная песня, но
уже современная в нашей интерпретации, поэтому, может быть, она дух уже имеет совсем другой. А вы, если что-то интересное, спрашивайте. Вопрос тоже можно такой. У вас песня знаменитая Jungle Day, да, вот, как бы она, это вот слово означает праздник, да, какой-то? И... Нет, Денгелдай, вообще это не название песни, а это такое просто, так сказать, слово или даже набор звуков без смысла, без какого-то контекста, просто эмоционально такой, типа как вот у русских есть люли-люли, или где-то у англичан там гей, как попури, да? шуба-дуба в рок-н-ролле там. Это может быть много быть разных песен, а Денгелдай это как бы припевка такая, ставка эмоциональная. И в данном случае это просто вот так называется. А текст может абсолютно другой быть, и мелодия варьируется, так же как есть у нас еще такие жанры, как коджамык, тоже припевки. И они, может быть, самые разные быть. Типа частушек, вот, я Да, это это аналог. вот как у Хакасова. И у вас тах-пах, тах-пах, еще что-то, наверное, есть, да? Да, вот. Тахпах, Сарен, у нас Рлар, определенный. Рлар, но это просто песня была, да? Ну, наверняка это все должно быть одинаково, несмотря на такие огромные горы, которые между нами Тенгри послал. Так задумал, как Тенгри. Ну, еще один перевод этих самых пресловутых японцев послевоенных. Ну вот в переводе звучит «Путь, по которому должна идти моя поэзия». Хотя я долго вот в тексте пытался найти, что же он имел в виду, этот незнакомый мне японец, когда говорил о пути своей поэзии. Ну вот попытаемся вместе разобраться, что это было. Если живете возле холма, лягушки заходят прямо к вам в дом, и кузнечик скрипит на часах, а вот стрекоза залетела в окно. Сижу лишь в трусах одних и пишу вот эти стихи. Кистью в руках рисую эту строку, пишу о жизни, которой живу. А если я нравлюсь намеренно любовь, если во мне ненависть или фрустрация, это значит, что мало веры во мне, мой собственный жизненный путь.
переводить подобное, потому что всегда теряется смысл. Поэтому, мне кажется, это какой-то особый талант нужен или специальный, может быть, жанр поэзии, переводы. Поэтому, может быть, народные песни проще исполнять. Еще как раз то самое огромное, что объединяет нас всех, это великая река. У нас называется Улукем, у вас называется как? Улукем. Ну, Енисей. По-другому. Я до сих пор не знаю происхождения слова Енисей, потому что еще один вариант существует. У нас Энесай. Энесай это на китайском также. Также Энесай, да? Ну, в общем-то, песня как раз и была про истоки этой реки. У нас она начинается с одной реки Канхем, другая называется Бихем. И вот как раз в Кызыле, вы, наверное, многие были в Кызыле, да? Именно в Кызыле, это столица Тувы, там они встречаются буквально под таким углом 45 градусов. И рождается эта самая сибирская великая река Улукем, Энесай, Енисей. Это и есть Хем-Бельдыр, да? Это место как раз называется Хем-Бельдыр. И вот, да, у вас тоже она тут рядом протекает.
она инициированная, скорее всего, китайцев по китайским летописям пошла. Может быть, мы... Потому что Да, я китайцы специально не называют инициахуа. Как? Енисайхуа. Хэ это река Енисай. Да, но у некоторых ученых я встречал, что это самодейское происхождение, кетское. Жили тогда давным-давно такие люди в древности. От них очень мало что осталось. Ну, вот, например, в тувинском языке, особенно в диалекте Тоджи, там много осталось географических названий. Например, озеро Азалс и сама Тоджа. Как светит. Одно из моих хобби, я вот иногда занимаюсь переложением на гитару различных таких тувинских мелодий. Может быть, когда-то удастся это все опубликовать или издать. А может быть, доберусь и до мелодий остальных народов. Кто попадется, кто поближе. Говорите. Когда будут хакасские мелодии? Вот уже постепенно начинаем подходить к этому, потому что мы в последние годы очень хорошие контакты установили с интеллигенцией, с творческой, особенно с музыкантами. И уже начали подбираться. Но вначале мы впитываем, потом, видимо, настанет следующий этап, когда это все переработаешь в голове, и самое главное, чтобы где-то в сердце, в душе переработалось, и уже потом уже приступать к третьему этапу, уже созданию или аранжировки, точнее, такое. Но одна песня, по-моему, уже есть хакасская. Ну, это была такая шутка, такая была, да. Да, мы пробовали делать, да. Ну, это просто, ну, я с детства этот наигрыш знаю от моей бабушки.
так, дальше я не знал ни текста, ни мелодии. Вот мы так в студии спонтанно получилась такая Да, веселая. уже две, получается. Две хакасские есть. Это уже беда. Потому что мне был в свое время случай студент, поехал в командировку в КЗУ. И там, получается, уже свояк или родственник. У него тоже мама хакасская, Чаптикова, а сам Артур Сидип, может, даже его знаете. Артур Сидып, который, да, наш друг очень. Сидим, вот он, его брат, он двоюродный, я, так, бутылка вина стоит. И кто-то зашел про... Ну, они там работают в культуре, и зашел разговор про хакасскую культуру. Ну, и такой как бы, вопрос такой, ну как там культура это загнивает хакасская? Я говорю, загнивает, ну как, пахнет. Не так в смысле пахнет. Но я говорю, даже вот Титха стала хакасские песни исполнять. Этот запах через горы. Они раз так это возмущенно, так это вот. Саша говорит, ты вот не видишь, вот нож лежит, это было вот увидится. Да я говорю, да нет. Я говорю, серьезно, вот исполнили хакасскую песню, а не какую. Я говорю, ну таки, пришел там. Да, это... Хайден Кинг сейчас хатан. Да, к сожалению, у нас в Туве, ну, хакасская диаспора, она так вот, не очень хорошо знает нынешнее положение в культуре Хакасии, в том числе в музыке. Но благодаря тому, что какие-то все-таки бывают дни культуры, обмен какой-то, и всегда вот стараемся ходить на концерты, чтобы узнать, а что же происходит здесь. Вот, оказывается, тут очень много чего происходит, не только загнивание. Но это такой компост, который дает почву для огромного роста чего-то. Ну, песня на стихи, опять же, не, к сожалению, не русского поэта, а индийского Рабиндраната Тагора. Ну, очень известен не только как писатель-поэт, но может больше как философ индийский. Но вот есть такая, тем не менее, песня, может быть, не совсем в индийском стиле, больше в таком эстрадном варианте, но текст как есть, так и есть. Позвала меня дорога, иду я вслед за ней, вдаль от нашего порога, от счастливых наших дней. Ты в окно пустого дома заглянув, увидишь там кто-то вовсе незнакомый, тихо бродит по коврам. Кто-то вовсе незнакомый, тихо бродит по коврам. Может, ты его окликнешь старым именем моим, а со временем привыкнешь разговаривать с чужим, разговаривать с чужим. Утомительно и странно будет наша жить любовь, как невидимая рана, возникая вновь и вновь. И на улице встречаясь, будем мы обречены расставаться, не прощаясь, и казниться без вины. Расставаться, не прощаясь, и казниться без вины. Позвала меня дорога,
интерпретации. Вот. Ну, говорите. У меня вопрос можно? Да. Известный физик Артемий Троицкий сказал, что на Земле существует всего два необходимых голоса. Это луча на повороте и отбетку ведьм. Теперь, учитывая, что вы остались один, вы вообще уникальный. Какая композиция или какой сборник повлиял на высказывание? Это было давным-давно, Да. и уже кажется, что даже неправда. Потому что это было уже лет 20 назад в Москве как-то мы записывали электронный альбом, где была танцевальная музыка в стиле техно. И туда я накладывал шаманские тексты. Но тексты были оригинальные, шаманские. И мы их записывали специально очень так низко, утробным таким голосом. И вот ему попалось это. И где-то он по пьяни в каких-то кулуарах где-то брякнул, и какой-то журналист это записал. И потом как-то вот в одной московской желтой прессе это появилось вначале. И начали ее цитировать, и теперь вот, а снежный ком же, сами знаете, наворачивается, и теперь вот где это начало, где этот кончик, за который нужно потянуть, видите, луча на повороте уже нету, а Троицкий далеко, поэтому мне приходится за эти фразы отбиваться. Ну, это на самом деле я к этому с юмором отношусь, потому что, конечно, никакого сравнения нету в этом плане. А у нас в Сибири, ну, скажем так, в Центральной Азии все так поют. Все мужчины так пели когда-то, может быть, и женщины. Я вот очень много читал эпических сказаний про женщин, про девушек-богатырей, как у нас Алып, да, называется. И я так подозреваю, что если они были богатыри, то наверняка они и пели примерно так же, они, как сказать, не таким нежным, высоким фальцетом, да. Потому что само по себе так напрашивается. А почему в мире возник интерес к новому пению? Или это экзотика просто интересна? Ну, я специально не занимался исследованием, потому что для этого есть музыкологи, этномузыкологи. Подозреваю, что на тот момент вся музыка современная, она настолько приелась слушателям во всем мире, особенно тембрально. И ну, это был определенный такой кризис для уха, ну, в данном случае для уха западного, видимо, человека. Потому что везде это электрический звук, синтезаторы. А если вы знаете историю рок-музыки, то всегда они, музыканты Запада, пытались найти такие звуки через генераторы, модуляторы, синтезаторы, которые очень похожи на горловое пение. Вот. И когда они, видимо, услышали, что такой звук можно горлом издавать, это вызвало интерес у них. И другая сторона этой медали, это чисто так гипотетически, я на себя не беру смелость заявлять, я думаю, что это где-то в генах, в геноме человека заложена вот эта вибрация, эти звуки. Потому что все равно общение к чему-то сакральному, да, недаром же вот, во многих религиозных школах сохранилось вот, обращение, пение, например, вот, у тибетских монахов, или у суфиев, или еще где-то, ну или аборигенов Австралии. Дидишири уже знаете, этот звук такой. Это все где-то там очень далеко, одновременно очень близко, потому что которая память у нас в клетках внутри есть, она на самом деле проделала огромный путь, многомиллионный выше. И эти звуки, они вот поэтому у нас сидят. А как мы знаем в последнее время, что в принципе все люди произошли от маленькой группы женщин и мужчин, да ведь? Вот видите. И поэтому ничего удивительного, что звуки, которые мы здесь
сохранили в Центральной Азии, особенно в Туве, они на самом деле для всех слушателей, для людей Европы или там, Америки, они, в общем-то, получаются родные. Но это просто моя гипотеза. Ну а нормально, конечно, вот эта вся электронная музыка, ну любая современная музыка, она тембрально одинаково звучит. И, естественно, хочется чего-то свежего. Почему стало популярно использование различных этнических напевов, тембров из разных музыкальных культур. И вот такие получаются новые современные стили музыки, где все это перемешивается. Ну, как-то ухо на какое-то время отдыхает. Поэтому вот такой, наверное, интерес был вызван в первую очередь. А еще одно объяснение, что это 60-70-е годы было повальное увлечение у западной молодежи восточной философиями. Будь это буддизм, дзен или что-то другое, или, допустим, индуизм. Вот такие звуки и музыка, она как раз ассоциируется с вот этой восточной философией и культурой. Вспомните еще это Битлз, увлечение Битлз индуизмом, да? А также, например, Лед Зеппелин в свое время увлекались. Поэтому как-то все это получилось вместе. Жалко, что мы не успели в то время сами оказаться на их месте, там, в Вудстоке, например, да? Но тем не менее, сейчас они к нам приезжают, вот, у нас огромное количество фестивалей таких начали проводить. Дай Бог, будет еще много-много. Президент, есть какой-нибудь из западных исполнителей, которые освоили горловое пение? Ну, из известных я никого не слышал. Хотя очень много молодых людей, молодого среднего поколения, которые довольно удачно поют, очень похожи. Это в Америке очень много, в Финляндии и очень много японцев. Ну и отдельные представители встречаются и в России, в Германии, в Голландии, в Бельгии, там тоже есть. Но самое большое количество это японцы, финны и американцы. С чем это связано, я не знаю. Может быть, опять же, с этим генетическим, ну не знаю, вопрос. Кто? Кодом. Генетический код, это надо нам еще расшифровать. Это горловое пение или имитация горлового пения? Ну, в данном случае, я думаю, что это горловое пение. Ну, мы его называем хамей, сгыт, каргара. Нет, у этих западных. Я думаю, что это у некоторых очень похоже прямо по-настоящему. Особенно почему-то у японцев они умудряются это в свою музыку вписать хорошо. Вот если, например, американцы, когда они все-таки, или финны, они просто играют тувинскую или хакасскую музыку как один в один, то получается как это кавер-группа, которая то же самое повторяет, ну, как копия. Я слышал японскую группу, которая пытается это в свою японскую музыку вписать, внедрить, и поют японские песни, играя на монгольских инструментах типа маринхур, или вот у нас их, да, у нас игил, а поют именно вот, горловым пением свой японский такой вот. Ну, глобализация, господа, глобализация. Что поделаешь? Но их свои национальные инструменты тоже близки к нашему. И как бы кто вот этот чатхан. Да, это родственные инструменты, хотя, может быть, их отделяет много километров, много времени, но я считаю, что, может быть, чатхан более древнее. Так что можно говорить о вкладе Саяно-Алтайского Нагорья в мировую культуру. Ну, в мировую культуру это уже давно вложили. А в музыкальную культуру, да. А вот русские напевы, они горловое пение или нет?
Тирольские напевы, там маленькая техника исполнения другая, то есть там не идет перегрузка связок, как вот в нашем случае это в основном сильное напряжение гортани, горла, ну, отчасти верхняя часть груди сильно напрягается. А в тирольском пении там, наоборот, там получается форшлаги такие, огромные скачки. Но самое интересное, что мне в руки даже попалась запись американской кантри 30-х годов. И там, ну, на банже какой-то ковбой играет, и неожиданно переходит на горловое пение. Я долго думал, что это какая-то мистификация или подделка. Ну, в современной студии можно все делать. Но потом мне убедили, что это аутентичная запись, сделана в 30-е годы в США. И действительно там горловое пение. Чудеса, да и только. А исполнитель американец, что ли? Да. Индейцы, наверное, да? Нет, это типично такое кантри-инвестор. Вы знаете такое. И он поет, что там кантри, потом раз, резко переходит на горловое пение. А вот когда-то в 80-х годах, по-моему, какой-то слепой мексиканец он или Нет, американец. это американец Пол Пенни, я Приехал проезжал в Туву и научился. 90, это было в 92 году, приезжал на симпозиум и вот с помощью наших певцов освоил стиль. А он вообще в США известен именно как кантри-исполнитель был. Но, к сожалению, он уже этот мир покинул. Но перед смертью он диск записал именно вот с головой. И как-то вот так вот, может, пройдет время, американцы подумают, что это их настоящая американская культура. А вы можете произвести это стиль кантри? Стиль кантри. У меня специальных песен для этого нету. Я думаю, что это не проблема, потому что вот тувинский мотив, обычно, который сопровождает, да, это вот такой. Очень напоминает кантри-инвестор, да. Если поменять одну ноту всего. Переход на тувинскую. Ну, опять. У нас вот так вот играют пацаны, да, вот. На топшире, да. По сути, это тоже просто, я его называю кантри and eastern, то есть восточный кантри, а у них западный кантри. Ну, ковбой там, а ковбой у нас. Суть-то музыки получается ковбойская, да? Да. У меня вопрос можно. А какой инструмент для вас определяет тувинскую музыку, душу? Это как раз Чадхан, без сомнения. Для тувинцев, конечно, это игил. Ну, хакасский, ну, игила, да, это однозначно. Но для хакаса, конечно, Чадхан. Как только звуки Чадхана, еще сразу начинается эпическое сказание древней земли. Также, например, если в Якутии начинают запевать в стиле Олонхо или Тимирхумус, конечно же, или кыргызы начинают на хумусе играть, сразу все становится понятно. Ну,
Песня «Сироты» называется. С Господом, чам Господом, Pelinde ölürüm kay, Pelinde ölgen bozay, Leşara hamanes, Belimde ölgen bozay, Leşara hamanes, Yücür bodum, Çangızla bodum, Kavaylindan kalırım kay, Kavaylindan kalgan bozay, Hanık şarap, hamanes, Kavaylimdan kalgan bozay, Hanıkla şarap, haman Можно вопрос? Вы специальное образование имеете? Ну, я на контрабасе и на гитаре в Кызылском колледже искусства обучался давным-давно, это правда было. Уже все забыл, чему меня учили. Вот. А потом, после окончания учебы, вот, судьба свела меня с певцами из отдаленных районов Тувы, в частности Мангун-Тайга. И как-то вот с их подачи начал вникать именно в народное пение, головое пение и интересоваться народной музыкой. И сколько языков знаете? Ну, вот хорошо ни одного языка не знаю. Альберт, конечно, сам он владеет французским, английским. Так, а на бытовом уровне вот с голоду нигде не пропадает. На Хакас не можно вас? А ключичек ключам. Мирный режим пора. Еще вот последний вопрос. Как вы относитесь к секс-тюркизму? Секс-тюркизм? Да. Вы, это к чему вопрос? Вы это хотели познакомить с нашими поэтами? Вот рядом сидит с вами поэт наш, главный секс-тюркист. Пожалуйста. Очень хорошо к этому отношусь. Да, симпы, да. Но я всегда проповедую, чтобы практика и теория вместе были. Он тоже стеснительный. Ну, значит, нам нужно вместе чего-нибудь сотворить. Ну да, ну, нам всегда нужна вот такая мозговая подпитка, потому что периодически у всех людей, наверняка и у вас тоже бывает
так называемый творческий кризис, когда вот сидишь, не знаешь, что делать, что это все было, это уже надоело. Самопародией заниматься иногда стыдно, иногда просто уже не хочется. И вот ждешь, и раз неожиданно кто-то подкидывает новые идеи, говорим, секс-туркизм. Я вот слышал про панк-туркизм, да? Или панк-мангаризм. Основатель хакасского. Я сам первый раз это слово слышал. Но это вместе пишется или через тире? Спросите у него. Я же говорю, сам первый раз слышу. Ну, еще идеи подкидывайте, я все запоминаю. На Чадхане не думали играть? На Чадхане давно собираюсь, вот никак не могу приобрести хороший Чадхан. И хочу всегда подсмотреть эти приемы секретные. Я всегда вот за Улубашевым, за Кученовым и за Сергеем Чаковым всегда вот наблюдаю со стороны. Хочу этот секрет уловить. А тембр Чадхана, я его всегда ассоциирую на таком же уровне, как ситар индийский. Потому что сразу вот этот первый аккорд он начинает вызывать вибрацию в теле, в голове, уже сразу настраиваешься на такой лад, философско-созерцательный, такой медитация происходит. Ну, как все народные инструменты, просто у каждого своя медитация, да? Для кого-то звук электрогитары это очень медитативный, для кого-то Чадхан. А вообще, конечно, если я освою Чадхан, найду место работы и в Хакасии, в Армоне. И правда, вот придется парням подвинуться. А захотят ли они подвинуться? Вот это вопрос, конечно, да, более острый. Можно еще? Сколько направлений украинской правильности? Перечислите, пожалуйста. Ну, самое главное это общее название хамей, а также это такой стиль, когда вот таким сжатым звуком. Ну, каргара, это то, что у вас называется кай, хай, у алтайцев. Кай, это вот такой низкий. Сагыт еще. А если же там дальше вариации под стили, но, на мой взгляд, они все равно базируются вот на этих трех основных. Хотя во многих литературе научно-методической там 5 стилей обозначается. Также есть еще Зенгелер и Борбанатер. Но это уже как бы оставим для ученых. Им же тоже надо как-то жить, кушать, работать. А вот у вас в Туве западная и восточная Тува, там различия музыкальные есть какие-то? На сегодня уже практически нету. Хотя, когда первые записи производились, первые исследования, то там было разграничение. Но самое в плане горлового пения западные районы всегда отличались более насыщенностью, такой колоритностью. Вот на сегодня сильно отличается только еще район тот же называется. Там маленько другая мелодика, и диалект языка чуть-чуть отличается. Там может быть меньше горлового пения, но вот именно мелодизм отличается от западных центральных районов, где есть сильное влияние китайской, монгольской музыки. Часто вот эта пентатоника характерная. Да. А вот на востоке на тот же, там мелодизм другой. Тот же это восточный? Да, это восточный. Ну, там восточный Саян, как раз граничит Бурятия, Иркутской области. А вот у бурятов такого лилового пения, по-моему, нету, да? Но у них есть тоже, может быть, не удалось сохранить так много, но я знаю некоторых певцов, которые занимаются, владеют немного
Но некоторые из них, они так честно говорят, что они едут в Монголию и у монгольских мастеров занимаются, и поэтому у них маленько отличается горловое пение от стиля. Монгольского отлично от тунисского, да? Ну, немного отлично, да. Тут у нас долгое время были споры, кто первее в этом плане. Вот, но это так и останется, наверное. Потому что... С КГЛП не знакомы исследовательница? Ну, лично нет. Лично... Вот она как сделала сообщение, что в принципе горловое пение распространено этнографически в районе Древнекыргызского каганата. То есть она исследование провела? Да, исследование провела, и вот реально совпадает. Возможно, это, да, это можно какие-то рамки географические его, но если учитывать, что народы, великие миграции, переселение людей, они затрагивают огромный период времени. А когда же это было впервые горловое пение, неизвестно, потому что это, может быть, появилось вместе с человеком. Оно может расселиться по всей Евразии. В принципе, можно. Поэтому Евразия вся попадает. Вот. Но единственное, могу сказать, что в Туве это повсеместно распространено, это везде поют, от мала до велика, поэтому вот. Ну, вот по этому поводу тоже вопрос хотел задать. Есть ли у вас такое, что вот во сне как бы дается дар хари, вот, как у нас, допустим? Ну, таких легенд много слышал, это примерно как вот у шаманов, у сказителей, у певцов, такое, да. А у вас нет этого, да? Во сне не приходят мелодии, песни, тексты. Вы знаете, иногда, когда бывает состояние, измененное состояние, всякое происходит. Измененное состояние с помощью чего? Сна или чего других? Но на сегодня человечество придумало очень много способов войти в измененное состояние. Вот, начиная от танцев у костра групповых, кончая достижением современной химии. Понятно. А вот книга Гиннесса интересуется горловым пением? Лично я не встречал ни одного писателя, который бы интересовался. Я думаю, что какие-то слухи там где-то ходят, но... Я слышала, что вы ездите по Европе и тоже выступаете. Вот, что европейцы любят слышать? Слушать? В самом начале в основном выезжали фольклорные коллективы, и слушатели в основной массе это были образованные, интеллигентные люди, вот как вы примерно. Ну, может быть, чуть поменьше образованные, но в целом, да, это среднего возраста и постарше. Зачастую, особенно в США, приходили очень странного такого вида люди, которые вот в нашей стране бы их сочли за сумасшедшими или какими-то сбежавшими из дурдома. Они были необычно одеты, такие. Вот. Я понял, что люди, которые чего-то ищут, не хотят жить вот в этом мире. Это была основная масса на всех концертах. Вот. Но со временем это начало меняться, когда, например, мы начали уже играть не фольклор, а какой-то подвижный рок и что-то такое, это сразу омолодилась публика. И уже появилась молодежь, подростки. Вот. А подростки и молодежь, они в принципе везде одинаковые. Вот. Поэтому на сегодня какое-то вот уже разграничение есть, что кто-то предпочитает чисто такой аутентичный фольклор, чисто горловое пение, народные песни без обработки, без аранжировки. Хотя, честно скажу, что это практически сейчас невозможно встретить ни у одного фольклорного коллектива, который выезжает
вообще из России за границу, будь то тувинцы, хакасы, буряты, якуты или тем более русский ансамбль. Это все уже давно адаптировано, аранжировано на 10 раз, но европейцы, конечно, вряд ли знают, где этот, кроме исследователей и ученых. Вот. И есть вот у нас свой круг слушателей, это более молодой, который любит какие-то эксперименты, энергию. Потому что, честно сказать, я раньше работал в группе Хургурту и ездил вот по всем этим гастролям вместе, и мне это стало, ну, как, не то что скучно, не хватало для меня выплеска энергии. Потому что 2 часа мы сидели, вот как я вот перед вами на стуле, и пели эти все в основном протяжные песни 2 часа без перерыва. А так как я был там не главный солист, скучно. Я сидел, иногда на барабане стучал, иногда на гитаре, и иногда что-то начал дремать. А там уютно, так фонари, сидишь, там все поют. Хотя, конечно, это интересно. Вот, мы вот стараемся выплеснуть всю энергию на концерте. Это уже другое. Вы Поэтому сейчас можете это сделать? Сам, Особенно исполнить самую Сципио. любимую. У меня самая любимая песня. Да, вот сейчас всю энергию выпустить. У меня все самые любимые песни я уже почти все исполнил практически. В области джаза эксперименты были? Но мы экспериментировали с разными музыкантами, но это не только мы, а также первое, это кто начал с Сайнхоном Челак, она это еще делала, будучи студенткой в Москве, с такими музыкантами, как Сергей Летов, Борис Шелклопер, Александров. То есть это в основном авангардная такая музыка была. После этого, когда она переехала в Европу, в основном первые все ее диски были эксперименты фри-джаз, авангард. И только потом, спустя лет 10, она вернулась к тувинской народной музыке и записала уже диск, где были песни тувинские, но в обработке уже. Вот. А для всех нас это так, эксперимент. Я такие подобные записи встречал у бурятских, у монгольских хомижи, певцов. Из наших это был Кайгол Хавалык, он записал пластинку совместно с русско-голландскими джазменами, как Волков трио, знаете, контрабас, аккордеон, кучу разных ударных инструментов. То есть вот такие международные проекты случаются постоянно, но это не основное занятие, разовое такое. Но тем не менее, вот эти эксперименты, ну, на мой взгляд, они вот интересны. Они дают всегда Да. толчок, и зачастую, что сам для себя открываешь что-то новое, свежее. У нас был такой проект с Валентиной Пономаревой, это известная цыганская певица наша, но она известна как исполнитель романсов. Но одновременно, мало кто знает, но она очень здорово поет блюзы и также импровизирует голосом. И когда мы поехали по гастролям Центральной России, Север, и приходит куча пожилых женщин, интеллигентных в шалях, и все ожидания, что она пьет, а напоследок скажу. И тут выходит Валентина Пономарева в сопровождении азиатов, каких-то непонятных шотландцев, и все начинают рычать, скакать, прыгать, у них открываются глаза вот так по чайнику. Но из-за уважения к ней, я так понял, они терпят это все. И все, концерт заканчивается, и потом приходят записки кучу. Ну, пожалуйста, спойте нам романсы с кинофильма. Жестокий романс. Вот. Но, конечно, такие эксперименты надо делать. Я вот не знаю, среди ваших кто-то делал такое. Наверняка Башев уже с кем-то сделал. Нет, у нас Слава Кученов делал такой эксперимент, он очень было интересно, вот с группой Хайджи. Я не знаю, Герман тут нет. Но мне казался этот эксперимент, он был такой
Вот Ну, Алтай, очень было интересно. Болот, Я плохо, что закончил. Он такой легкий на подъем, успевает всегда делать кучу проектов. Он в год 2-3 диска выпускает с разными там проектами в Москве, в Японии. Вот. Но мы, к сожалению, не можем. Мы очень тяжелый подъем. Ну, джаз, да, это интересно, но вот, как правило, западные музыканты, я имею в виду, вот, которые предлагают, как правило, эти проекты, потому что мы сами им не предлагаем, они всегда авангардисты. То есть в традиционном джазе, ну, вот, еще это не встречал, за исключением бурятских музыкантов, которые записали диск в Америке, где более-менее такой бибоп звучит. То есть не фри-джаз, а какой-то вот конкретный такой. У нас Женя Лубашев с симфоническим оркестром Да. играет Четхан. Ну, мне кажется, там есть удачные варианты. Ну, было интересно, потому что я ни разу не думал, что Четхан как-то уложится с симфоническим оркестром. Как-то странно немножко было. Тем не менее, играли А вот в симфонических оркестрах такие уже опыты были. В Туве был такой композитор Владимир Тока. В 70-е годы он написал симфоническую поэму, нет, даже симфонию, где в одной части прямо было у него в партитуре указано, что вот здесь горловое пение. Но горловое пение невозможно передать нотами, потому что очень много обертонов. Это, то есть можно прописать основную мелодию, а обертоны их никак не пропишешь, ну, в классическом письме. То есть нужно добавлять очень много. И он просто поставил слово «хавей» и вот так вот написал «отлипит он». И при его жизни, ну, в Туве однажды только удалось исполнить на премьере. После этого эта партитура так оставалась невостребованной. Саму симфонию играя, она очень популярна. А вот этот фрагмент сюда опускался. И вот как-то раз поступило предложение от Чикагского симфонического оркестра к нам. Ну, давайте что-нибудь вместе сыграем. Вначале мы хотели, ну, что-то из нашего репертуара, но потом кто-то мне сказал, что вот есть же такое. И тогда еще Владимир Тока был жив, я пошел к нему, хотел узнать подробности, что же там написано. Он говорит: а что там написано? Ну, вот берете и поете, и все. Но тогда вы нам разрешите добавить туда ИГИЛ, что-то еще. Ну-ка, разрешаю. И вот получилось в Чикаго с симфоническим оркестром исполнить эту часть симфонии горловым пением с ИГИЛом. И, в принципе, это было в контексте, то есть мы из количества тактов не вышли. Вот. А в записи где-нибудь есть? Записи были, но американцы, они капиталисты до мозга костей, нам не дали ни одной копии. Сказали, что это строго секречено будет. Странно, в интернете уже валяется. Ну, это значит, кто-то из любителей заснял. Вот. А еще был такой эксперимент, один голландский оперный театр пригласил двоих наших певцов на постановку оперы. Но, как оказалось, эта опера была не классическая, не академическая, а тоже экспериментальная, ну, такая авангардная опера, и где, в принципе, не было прописано в партитуре ничего, просто вот здесь вступает горловое пение, она поет, и потом все. Поэтому сейчас можно экспериментировать хоть как. Короче, вы не хотите возвращаться в этническую чистую музыку, да? Ну, если честно, там уже настолько все на сегодня изучено, перекопано, и надо же и молодым оставить чего-то. А мне кажется, наоборот, там много интересного еще. Допустим, джаз сыграть на туинских инструментах, ну, предположим, на игиле или на эхе. Джазовые какие-то вещи, вот, ну, переложить другие жанры просто в этнический инструмент. Вот, пожалуйста, для этого вот, есть поколение, грядущее поколение. Вот, ну, конечно, я люблю народные песни,
причем не только тувинские, а разные. И иногда для души сам пою или слушаю, ну вот что-то внутри там меня постоянно просит схватить электрогитару, включить усилитель погромче. То есть альбом вот, типа «Давай дорогу» не слышим. В ближайшее время точно нет. У меня в планах записать металл. Хотя там и так молодые металлисты пытаются изобразить нечто подобное, да. Вот, но мне кажется, нужно нам самим это делать. Своими руками, точнее своим горлом. А вот не было экспериментов с североамериканскими индейцами какими-то там? С инуитами мы один раз, да, пробовали импровизировать. Но, пение, у них тоже они называют это горловое пение, хотя вот, суть совсем другая, там в основном используется дыхание. Ну, вот такие у чукотских, да? Да, очень похоже. И как раз мы попытались живем это сделать, но не получилось, потому что они очень много барабанов используют. И когда начинают все барабанить, и, забивает. А вот эти нюансы горлового пения, обертон, они пропадают. И слышим только это и вот какое-то рычание. А вот эти обертоны, они пропадают. Поэтому такое, наверное, можно в студии сделать. Вот группа Secret Spirit, там сакральная музыка североамериканских индейцев, вот там что-то подобное хайве, я вот немного не слышал, попытка как бы даже хайва, именно звук, как бы пытались делать. Ну, это везде, да, есть сейчас. Флейта, там все вот такие распевы, и плюс что-то новое было, да, и это было, конечно. Ну, простора много для творчества, для экспериментов, поэтому можем. Что-нибудь еще споете? Я тоже хотела спросить. Thank you.
Дорогие друзья, я хочу от имени вас всех и от нашего учреждения поблагодарить Артура, можно я так буду, Альберта, простите.